2 мая средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 12,02 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9142 до 10,94 сомони. 1 евро от 12,0274 до 12,30 сомони, 1 российский рубль от 0,1360 на 0,14 сомони. Мировые цены на нефть стабильны во вторник утром в ожидании решения Федеральной резервной системы США по учетной ставке, которое регулятор огласит в среду. Цена на нефть марки Brent составила $79.31 за баррель, марки ВТИ $75,7. Стоимость золота продолжает тенденцию начавшегося месяца и незначительно снижается во вторник утром, все дальше уходя от отметки в $2000 за тройскую унцию. В Душанбе прошла встреча министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана с миссией Всемирного банка во главе с госпожой Судешна Гош Банерджи, исполнительным директором по энергетике Всемирного банка для Европы и Центральной Азии. В ходе встречи министр выразила признательность миссию за усилия Всемирного банка по привлечению средств и взаимодействию с другими партнерами для финансирования Арагонской ГЭС. В ходе встречи были обсуждены процессы подготовки частного проекта солнечной электростанции в Сагдийской области мощностью 200 мегаватт, реализация проектов по теплоснабжению крупных городов республики, проект по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях, региональные проекты и подготовка к 5-й Центральноазиатской конференции по изменению климата, которая пройдет с 16-17 мая текущего года в городе Душанбе. В мире наблюдается постепенный отказ от использования доллара США. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на площадке аналитического института Милькина в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости. Доля доллара в резервах стран снизилась с 70 до 60%, проинформировала директор-распорядитель Международного валютного фонда. На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются сократить его использование в разных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетных счетах. Минфин США 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что если Конгресс не поднимет разрешенный законом потолок американского государственного долга или не приостановит его действия, к 1 июня у правительства страны могут закончиться средства. Это чревато объявлением дефолта, которое в истории США еще не было. Без повышения потолка власти США не смогут получать новые займы. В понедельник Йеллен призвала Конгресс как можно быстрее поднять лимит, который сейчас установлен на уровне $31,4 триллиона. В тот же день Управление американского Конгресса по бюджету предупредило о значительном риске того, что к началу июня у Минфина закончатся средства. Вместе с тем остается неясным, когда именно фонды могут иссякнуть, поскольку в ближайшие недели трудно предсказать объем затрат, а также время и размеры налоговых поступлений, сказано в докладе. По всей вероятности, Россия уже в мае возобновит закупки иностранной валюты для пополнения своих резервов, поскольку рост доходов от экспорта нефти стабилизирует ее финансы, несмотря на усилия США и Европы сократить пополнение российской казны. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает агентство Bloomberg. Как указывает агентство, российские доходы от экспорта энергоносителей в настоящее время близки к превышению целевого уровня. По оценкам Bloomberg Economics, первоначальные объемы закупок валюты могут составить эквивалент $200 миллионов в юанях ежемесячно. Заявление министра финансов Российской Федерации в этой связи ожидается уже на текущей неделе, отмечается далее.
Объемы закупок иностранной валюты первоначально будут небольшими, но крайне символичными, поскольку они продемонстрируют, что страна вместо поглощения своих резервов их наращивает, цитирует Bloomberg российского экономиста Александра Исакова. Возобновление закупок иностранной валюты подчеркивает способность Российской Федерации поддерживать потолок нефтедолларов в условиях санкций и ценевого потолка, установленного странами Большой Семерки и Евросоюзом для покупателей российской нефти, отмечается далее. Несмотря на напряженную ситуацию с государственными финансами в России из-за военных расходов и по-прежнему крайне высокий дефицит, российский бюджет стабилизируется, констатирует агентство.